Итоги саммита Центральной Азии Европейского совета в Астане. МИД Узбекистана просит власти Украины приструнить украинские СМИ. В Кыргызстане стартует кампания против давления на свободные СМИ. Путин назвал причиной, побудившего его начать военную спецоперацию в Украине. В Астане завершилась первая региональная встреча глав стран Центральной Азии и Европейского совета. Об этом сообщает пресс-служба главы Казахстана. На встрече лидеры отметили важность укрепления диалога в области верховенства закона, прав человека, гендерного равенства и работы институтов, которые являются руководящими принципами межрегионального сотрудничества в рамках стратегии ЕС по Центральной Азии от 17 июня 2019 года, говорится в сообщении. На встрече президент Европейского совета Шарль Мишель отметил усилия лидеров стран Центральной Азии по укреплению регионального сотрудничества и взаимосвязанности, обозначенные в совместных заявлениях консультативных встреч глав государств региона. Участники выразили общую озабоченность гуманитарной ситуации в Афганистане и признали необходимость расширения взаимодействия в оказании гуманитарной помощи афганскому народу. Участники подчеркнули важность поощрения уважения прав человека и основных свобод всех афганцев, в частности женщин, девочек и меньшинств, а также создания инклюзивного и представительного правительства. В этом контексте значимыми являются промежуточные итоги пилотного проекта ЕС и ПРООН по обучению афганских девушек в университетах Казахстана и Узбекистана, а также в рамках специальных образовательных программ в Кыргызской республике, Таджикистане и Туркменистане. Также, по данным пресс-службы президента Казахстана, участники подчеркнули исключительную важность разработки регионального видения и сотрудничества в создании устойчивой взаимосвязанности между Центральной Азией и ЕС в соответствии со стратегией ЕС Global Gateway и национальными целями развития транспорта и транзита стран Центральной Азии. Лидеры стран приветствовали проведение в ноябре 2022 года министерской конференции ЕС Центральная Азия по взаимосвязанности. Узбекский МИД обратился к властям Украины с просьбой не допускать в украинских СМИ безосновательных обвинений и другой недостоверной информации в отношении Узбекистана, способной нанести ущерб двусторонним отношениям. Поводом для обращения стали прозвучавшие в беседе украинского журналиста Дмитрия Гордона с российским израильским бизнесменом Леонидом Невзлиным утверждение о том, что иранские беспилотники собираются в Узбекистане. Назвав эту информацию ложной, МИД заявил, что Республика Узбекистан не осуществляет с Исламской Республикой Иран сотрудничество в военно-технической сфере и не производит сборку на своей территории иранской военной техники. В министерстве отметили, что ни от украинской стороны, ни от других зарубежных партнеров официальных обращений по так называемому вопросу сборки иранских дронов не поступало. Ранее утверждения Гордона и Невзлина опровергли в Государственном комитете Узбекистана по оборонной промышленности. В связи с беспрецедентным давлением на свободные медиа в Кыргызстане, сегодня, 28 октября, стартует масштабная информационная кампания против давления на СМИ с единым хэштегом «Сила в правде», пишет Cactus.media. 28 октября объявляется Blackout Day и единовременное прекращение вещания и размещения новостных материалов с 9 часов до 12 часов дня. Также редакции откажутся от публикации пресс-релизов государственных органов на весь день. Напомним, что Министерство культуры и информации Кыргызской республики принято нелегитимное решение о блокировке сайта редакции «Азатык». Медиасообщество Кыргызстана призывает власть прекратить массированное и беспрецедентное давление на свободу слова и свободу прессы, прекратить уголовные преследования в отношении журналистов, блогеров, гражданских активистов и иных лиц, свободно выражающих свое мнение. Мы призываем всех коллег присоединиться к этой акции, потому что завтра блокировка может коснуться каждого из нас. Просим максимально использовать ваши площадки для обсуждения сложившейся ситуации, публиковать материалы о беспрецедентном и незаконном давлении на СМИ. К данной кампании присоединились все ведущие журналисты, редакции, правозащитники, инфлюенсеры и медиаорганизации Кыргызстана, пишут «Кактус». Президент России Владимир Путин перечислил причины, которые побудили его начать военные действия в Украине.
В ответ на вопрос модератора о том, что привело к решению начать военные действия в Украине, Путин сказал, что уже много раз называл причины. Первая – это планы НАТО по расширению за счет Украины. Вторая – отказ Киева соблюдать Минские соглашения. «Для нас это означало, что мы должны что-то делать с Донбассом», — объяснил он. «Признать их независимость и бросить просто на произвол судьбы — это вообще неприемлемо». Россия знала о том, что готовили в Киеве, поэтому решила начать спецоперацию, чтобы предотвратить действия военных сил Украины на Донбассе, сказал Путин. Он повторил, что эта логика была сформирована не Москвой. Ее продиктовал антигосударственный переворот в Украине в 2014 году.